Очень скучаю по городу родному, по родным районам. Прям иногда снится часто мне. Вообще мечтаю приехать уже, рассказать, встретиться со всеми. Связь есть, да, в интернете, слава богу, сейчас век технологический, все есть. Не представляю, как раньше путешествовали люди, в том же хотя бы СССР взять. Не знаю, только письмами, наверное, как-то. А сейчас без проблем любую кафешку находишь с Wi-Fi. Проехал уже 7500 километров на велосипеде. Посетил Крым, Северный Кавказ, Закавказье, ну, по сути весь Кавказ. До этого учился на географа, правда не доучился. Вот выехал в большую практику, так сказать. Раньше я путешествовал автостопом, объездил так Украину, Белоруссию всю. Потом вот все-таки пересел на велосипед и считаю, что это самое лучшее средство передвижения, как в городе, так и в путешествии, самое свободное и независимое. И вот выехал на велосипеде и поставил себе такую задачу, ну, можно сказать, даже не задачу, я не мечтал, что я проеду весь Кавказ на велосипеде, и я почти это сделал. Ереван, в принципе, это такая последняя, можно сказать, серьезная точка, город, большой город на моем пути. Осталось только доехать до Черного моря, и, в принципе, с Кавказом закончено. Ну, дальше лучше, как говорится, дальше еще больше. Да, курьезных случаев было много, конечно, все и не припомнишь уже, потому что это путешествие стало как жизнь, уже многое забывается, уже за 9 месяцев все-таки столько людей, столько событий. Ну, курьезные случаи, да, бывало как-то в кафешке одной, старой, заброшенной в Азербайджане, пытались ограбить ночью, потому что думали, что никого нет, а я там ночевал, меня как разрешил хозяин, говорит, ночуй, что тебе там. Было холодно, реально. И вот было немножко, конечно, не то, что страшно, но просто как-то мало ли кто там вообще ломился, не понимаешь тоже. По мелочи основные трудности это, конечно, с погодой, погодные условия. Вот здесь Армения, вроде бы едешь на юг, вот, относительно с Грузии, а все холоднее, вот попал снегопад в перевале. Ну, то есть основные такие сложности это погода. Но для меня это не сложности, для меня это все наоборот еще больше нравится, когда непростые условия погодные. Ночевка вся в палатке, только вот у меня палатка. Ну, бывает, что добрые люди меня зовут в гости, когда видят меня на трассе, предлагают, давай, что, говорит, холодно или еще дождь, давай. То есть так я нашел много друзей, можно сказать, родственников по всему Кавказу, которые меня ждут, которые следят за мной в интернете, пишут. Вот Кавказ, тут можно, если есть возможность, набрать весе немало, потому что хорошее питание, в основном все питаются мясом, как на Кавказе, без мяса никак, мясо, хлеб. Кавказское гостеприимство, оно такое и хорошее, но на желудок, конечно, путешественника это может негативно сказываться. Но в целом все хорошо. Так, сил много, полно. Вообще я пытаюсь донести до нашего народа, до наших широт, так скажем, России, правду о Кавказе, потому что о Кавказе не совсем верные данные у многих. Вообще представление о Кавказе, потому что все только вспоминают войну, там, чеченскую, там, Дагестан, все думают, что там вообще не знают, что творится. И я вот рассказываю людям, как там на самом деле люди живут, какие они на самом деле гостеприимные. Ну, у меня было 180 километров, это часов за 7, наверное. Это было летом, когда большой световой день. То есть времени много, это сейчас быстро темнеет, особо так не успеешь много проехать. Ну так 180, ну как не рекорд, мог бы больше проехать, просто уже солнце село, темно. И я думаю, нет, не буду, все-таки спать лягу. Экстремалов нет, я думаю, вот те, кто с гор летает на велосипеде, вот это экстремалы, конечно. Ну я тоже экстремал для кого-то, конечно, но для меня это все обыденность, я не знаю, для меня обычная жизнь. Не знаю, падал только, наверное, смешные, наверное. Ну, таких смешных прям не было. Может, у меня не такое чувство юмора. Для кого-то не смешное будет.
Да нет, много смешных, просто я не могу все вспомнить вот так. Все тяжело вспомнить. Это все, может, где-то записал. Смешные. С собаками всякими смешными бегают, не понимаешь. Столько собак на Кавказе, очень много. Тяжело очень. Тут не каждый справится, тут надо иметь предрасположенность к этому, какую-то степень выносливости, условия комфорта все-таки, это не каждый. Какое-то время можно, месяц, там, ну, месяц, это уже край, наверное, для кого-то. Уже домой хочется, дела свои у кого-то. У меня-то, в принципе, дел никаких дома нет. То есть я потом буду дела делать. Сейчас у меня вот мое дело самое главное, а потом я уже продолжу дальше. Мечты у меня быстро очень сбываются, потому что я их быстро начинаю исполнять. Мечты, ну, конечно, мечты, не знаю, как у любого мужчины, это семья. Семья все-таки у меня ждет девушка. Конечно, соскучился по ней уже и думаю, наверное, может вернуться немножечко, вернуться к ней, а там посмотрим уже новые идеи какие, может уже ее соберу куда-нибудь. Я уже понимаю, что как я буду скучать по Кавказу, по Кавказским горам. Все-таки сколько месяцев, уже полгода почти на Кавказе, и уже, можно сказать, окавказился, и без нации, и ко всем народам относящийся уже. Такое вот лицо Кавказа, конечно. Ну, да, это вторым домом, как-то оценить не могу, но это уже много стоит, эти слова, наверное. Что реально второй дом, и захочется мне еще сюда вернуться, уже посмотреть все достопримечательности, потому что по дороге все равно все не увидишь. А мест очень много, даже хоть в одну Армению просто возьми, и столько мест. Так что еще не последний раз здесь. Сейчас 9,5 месяцев я в дороге. Дома, думаю, может быть осенью только буду. Потому что еще все лето впереди. Это надо что-то тоже ездить. Ну, дома сидеть не хочется в такое. В лето, как весну, лето, дома просиживать. Поэтому, может, осень. Ну, где-то 1,5 года, может, дороги буду. Но опять же не загадываю. Примерно как хотелось бы. Потому что до дома еще доехать на велосипеде надо. Потому что я не признаю никакой транспорт, в принципе, ни железнодорожный, ни самолет. Просто мне многие говорят, езжай, садись на поезд, что тебе там в перевал ехать или еще куда-то. Я нет, это неинтересно, это уже нечестно получается просто. Это не то. Это я мог бы тогда просто, наверное, в поезде на самолете путешествовать, велосипед только с собой возил бы и фотографировался с ним. А нет, надо все самому проехать, все перевалы, все сложности, все дороги любые, надо все самому. Поэтому планировать мне тут так все тяжело.